Добрый вечер, уважаемые наши телезрители. Все, что нужно женщине, пожалуй, заключается в трех главных понятиях: в семье, в карьере и в душевном равновесии. Конечно же, каждая девушка может добавить энное количество своих понятий, но это, наверное, уже детали. Сегодня у нас в гостях очень красивая девушка, предприниматель, общественница, мама 3 детей Катя Романова. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер, Светлана. Давайте нашу беседу традиционно начнем с семьи, тем более, что вам есть что рассказать. Каждый член вашей семьи, собственно, это легенда. Но для начала я бы хотела рассказать о своем дедушке. Мой дедушка Савин Роман Максимович является ярким представителем династии учителей Савиных из Татинского улуса. Их в семье 4, и все они посвятили свою жизнь педагогике, образованию, воспитанию подрастающего поколения. Он получил образование, работал много на севере, работал в Черопчинском улусе. И я помню, когда мы были маленькие, он каждый год, на Новый год, как Дед Мороз, к нам приезжал, и вот эти дни, они становились для нас чем-то таким сказочным, очень яркими событиями из детства. Когда он приезжал, его подарками всегда были книги. Книги великих русских писателей, поэтов, якутских поэтов. Я помню, он давал даже задание нам учить строки из Олонхо, давал читать интересные книги мировых классиков. Я думаю, что благодаря ему мы с сестрой, наверное, получили очень многое. Дедушка мой написал очень интересную вот такую вот книгу «Улус киен туттар учталлара», учителя, которыми гордится наш улус. Он большую своей жизни часть прожил в Черопчинском улусе и проработал учителем русского языка, директором школы, работал в управлении образования и всю свою жизнь посвятил вот образовательной деятельности. И здесь в своей книге он очень с теплотой, с душевной писал, рассказал о тех учителях, которые работали, которые посвятили свою жизнь этой деятельности в Черопчинском улусе. Дедушка, значит, отец отца. Да, дедушка мой, отец отца. А ваша бабушка, она была знаменита совершенно в другой области. Это мама? Мама мамы. Мама. Мамы Николаева Екатерина Федотовна из Горного района. Ее народ называл комюстюрь. Даже так? Да, что в переводе означает золотые руки, которые может озолотить. Бабушка моя, наверное, родилась не в свое время, я считаю, потому что она опережала свое время. Ее платья, ее костюмы, ее пальто можно носить и сегодня. Потому что они настолько современные, настолько они продвинуты, настолько они красивые, изящные, что я думаю, что в то время она действительно поразила многих своими уникальными творениями, потому что иначе их назвать нельзя. И даже при том, что она жила в Улусе, к ней приезжали знаменитые модницы из Якутска и деятели искусств. Галина Кривошапка к ней ездила шить платья, Аксинья Адамова к ней ездила шить. Потом многие известные, жены, да, многие известные того времени деятели приезжали. Я помню, одним словом, модницы. Модницы, да. Модницы города Якутска ездили специально в Горный Улус, чтобы шить себе красивое модное платье, одежду. Я помню, как она относилась к тканям, к пуговицам, вот к таким. Чувствовала. Она все чувствовала очень хорошо. И она даже выкройки делала без линий. Это, конечно, поразительно. А как сама одевалась она? Она одевалась, на первый взгляд, очень скромно. Но если приглядеться на фотографии, которые сохранились, можно заметить, что на майских праздниках, где ее подруги и ровесницы ходили в платках, она была в шляпе,
в модном пальто из джерси. У нее всегда была большая брошь красивая, яркий платок. То есть она была очень модной женщиной. Я думаю, что из нее бы получился на самом деле очень хороший художник, потому что она превосходно рисовала. По-моему, даже она пыталась поступить в художественное училище, должна была поехать в Москву или в Санкт-Петербург, я точно не знаю, но по слухам то, что ее не взяли из-за того, что она женщина. И в этом была небольшая такая обида, то, что все-таки бывают моменты, когда пол имеет значение. Ваш отец, между прочим, он был в составе первого легендарного ансамбля «Вия Чорон». Да. Савин Вячеслав Романович. рассказывал об этом коллективе, о становлении Чорона. Это очень интересные рассказы, легенды. Даже для меня это легенда, потому что, будучи еще совсем юными, он рассказывал, что ночами ловили какую-то радиостанцию, где крутили Битлз. Его родной брат Роман Романович, он тоже музыкант, и, имея абсолютный слух, у них была возможность записывать ноты прямо с радио. И даже в то время они собственными силами в Чурапче, в Чурапчинском районе, организовали свой первый маленький ансамбль. Он назывался «Чуара». Пионерские барабаны, гитары собственного изготовления. Гитары изготовлял Махначевский Владимир, папин большой друг. И они рассказывали, что как-то использовали часть патефона, который тогда являлся, наверное, ну, как бы самым таким в интерьере особым, ну, как сказать, предметом интерьера, да. И втихаря они его сняли, заменили его обычной доской, которую закрасили. И этот пластик красиво использовали в гитаре. Да, электронную гитару они сами таким образом соорудили и начали выступать. И папа смеется, говорит, если бы я сейчас услышал, что какие там были звуки страшные. Вот. Но тем не менее, вот желание что-то творить, да, стремление что-то сделать новое, как бы, это же было действительно новое для того времени. Первые танцы были в Чурапче под живую музыку, между прочим. И вот они с таким составом приехали в город Якутск, и как раз в то время отбирали ребят молодых для того, чтобы отправить в Москву на учебу в мастерскую эстрадного искусства. И, собственно, там и мои родители встретились, мама с папой. Нет, в Якутске во время вот отборочного тура. Мама у меня танцевала, папа у меня играл на гитаре. И вот большим составом они поехали учиться в Москву. И, собственно, там уже была организована вот первая группа знаменитая «Чорон». То есть его переименовали в «Чорон». И я думаю, что, наверное, все-таки своими мечтами, своими, ну, как бы идеями, своей амбициозности они дали толчок началу развития эстрадного искусства в Якутии, чем я очень горда. Мама в детстве мечтала стать актрисой. И в школьные годы она активно участвовала в детском театре. В Горном районе был очень такой развитый театр детский, я бы сказала, потому что, судя по фотографиям, у них такие декорации, такие костюмы. И после школы она поехала в Москву поступать на актрису. Но, к сожалению, не сложилось немножко. Сказали, что нет в Якутии кинематографа в то время, поэтому ей надо поискать себя в другой сфере. Вернувшись, мама не сдалась. Она услышала о том, что набирают теперь мастерскую эстрадного искусства, и пошла туда поступать. И ее взяли. Собственно говоря, они вместе, кстати, учились с знаменитым Валерием Леонтьевым. Они учились с Масляковым, то есть достаточно много известных артистов вышли именно из этого учебного заведения. А заведение, оно находилось в ВДНХ, и когда мы вот первый раз поехали туда, родители нам показывали свой учебный корпус, мы гуляли по парку, они много рассказывали, как они познакомились, какие у них были романтические встречи. В общем, это город их молодости. Они поженились в Москве.
Вот такая студенческая свадьба была, очень, думаю, что веселая, потому что я вот смотрю на гостей, которые присутствовали, и абсолютно все знаменитые, известные люди. Это певцы, артисты, цирка, эстрады, музыканты. Вот, как говорится, ну, очень такая, знаете, позитивная, хорошая среда. Когда был юбилей Чорона, они выступали ведь Да, мои на родители концерте выступали на юбилейном? концерте. Да. Ну это же тоже событие, же спустя много-много лет. Да, спустя много-много лет родители, помню, с таким волнением репетировали. Они специально шили костюмы, идентичные тем, которые были еще в 70-х К годах. тому времени. Да. Я счастливый человек, потому что когда в семье царит атмосфера музыки, творчества, когда вот были времена, когда мы собирались все за фортепиано, папа садился и начинал играть, а мы все пели. Мама, папа, я и моя сестра. Это удивительные моменты, конечно. Он в составе Чорон как долго выступал? Он выступал до нашего рождения, до 75-го, наверное, где-то года, потому что сестра моя родилась в 76-м. Но потом, когда возник вопрос, семья и музыка или карьера, они выбрали все-таки семью. Он продолжал Там заниматься музыкой, да, потому что он также организовал очень много детских вокальных инструментальных ансамблей. Это уже в Горном районе. Назывался он Киричен. Я в этом составе, конечно, пела. Когда мне было 5 лет, я впервые вышла на сцену в качестве солистки вокально-инструментального ансамбля Киричен. Вот ты такая росла в такой творческой семье и, собственно говоря, наверное, была мечтательной девочкой. Да, это правда. Я очень много мечтала в детстве. Даже были моменты, когда я поднималась на крышу и смотрела на небо и думала, что это небо, оно общее, что эти же звезды, они светят и в Париже, и в Нью-Йорке. Одинаково светят. Одинаково светят. Что наш мир, он не ограничен. Что даже если я живу в маленьком поселке, там, с населением не больше 1000 человек, это не означает, что я, ну, как бы, это не должно ограничивать человека. Надо, что такая маленькая была, такие мысли посещали. Да, такие мысли посещали. Я чувствовала себя человеком планеты и думала, что я часть всего мира. Но в этом, наверное, заслуга родителей, поскольку они не ограничивали тебя. Да. Они ограничивали в плане дисциплины. Требовали. Они очень требовательные, и сейчас требовательные. Вот по поводу режима, то, что надо рано ложиться спать, надо рано вставать, по утрам надо заниматься зарядкой. Мы с мамой каждой весной, летом, осенью всегда бегали. Мама и сейчас бегает, занимается со своими внуками. Вот. И потом вот по части уроков выполнить. Потом мы обязательно занимались в каких-то кружках дополнительных. У нас совершенно не было свободного времени, я помню. Я ходила в музыкальную школу, занималась по классу фортепиано, а также и в хореографическом классе занималась. Ну, не считая репетиций с папой вечерами. А сестра моя, она шахматами занималась и танцевала тоже, закончила хореографический класс. Вот. И, собственно говоря, вот в такой, можно сказать, даже в маленьком селе мы так динамично у нас не проходили, очень активно. Интересно. Прямо чуть ли не каждая минута была расписана, когда я делала план еще в детстве, что я должна утром сделать то-то, то-то, днем это, вечером то-то, и вот так вот.
как они нас воспитали. Таким образом, после окончания школы не было мысли, куда поступать? Я думаю, что мало, наверное, людей, которые в 16 лет могут точно знать, кем они хотят быть. Ну, ты ведь в 16 лет замуж вышла? Да, Если копнуть биографию. да, в 16 лет я вышла замуж. Да, было такое, но, наверное, это связано с тем, что я была крайне самостоятельным ребенком. Мгм. Именно вот моя независимость в 16 лет дала толчок к тому, чтобы выйти замуж в таком нежном возрасте. А родители как восприняли этот шаг? Они всегда воспринимают мои действия очень понимающе, скажем так. Потому что я не помню такого, чтобы они категорически мне что-то запрещали. Папа всегда говорит, что у меня есть своя голова на плечах, Мгм. и что я должна сама думать в первую очередь. Но слушать советы, конечно, но думать сама. Мгм. Да. И сыграли свадьбу. Да, сыграли пышную свадьбу. Потом я приехала в Якутск абитуриенткой, ну, студентка первого курса, уже замужем. Не было такого ощущения, что вот, ну, скажем, уже все, юность как бы в прошлом, что такая вот серьезная, замужняя. Нет, сожалений не было. Ага. Была ответственность действительно. И не по годам я себя вела очень строго. Серьезно. Серьезно. Мгм. Никаких там дискотек, никаких там посиделок с подружками очень редко. Да. Мгм. В музыкальном училище я познакомилась с очень яркими преподавателями. Я училась у очень талантливых учителей. И я училась в отделении теории музыки. Я благодарна очень своей учительнице Инге Иннокентьевне Еремеевой, которая преподавала в Бельдельстянской музыкальной школе фортепиано. Мгм. Очень талантливая она, композитор сама, пишет музыку, играет, и сама по себе очень яркая, красивая. Ну, я думала, ну, в тот момент она, наверное, была идеалом для меня. Да. И она мне рассказывала, что когда училась в музыкальном училище, ей приходилось вставать очень-очень рано, чтобы успеть сесть за инструмент, пока никого нету, и заниматься. И вот, собственно, ее совет очень сильно мне помог, потому что музыка – это, наверное, один из очень сложных видов. А в музыке, допустим, на фортепиано, ну какая шпаргалка может быть? Это как спорт. Это надо постоянно заниматься, каждый день. Упорно, усиленно. Хочешь ты того или нет? Хочешь ты того или нет, но если ты не будешь заниматься, ты просто провалишь свой экзамен. Мгм. Поэтому вот в училище у меня тоже был очень плотный и жесткий график. Я так же, как моя учительница, вставала в 6 утра, чтобы разбудить вахтеров в музыкальном училище. Они меня помнят, наверное. Вот. И в 7 утра я уже была до занятий. Занятия начинались с 8:30, 1,5 часа было каждый день на то, чтобы никто не мешал, и можно было играть сколько угодно. За время учебы я успела написать, наверное, интересную маленькую, но научную работу, могу сказать, с уверенностью, потому что изучала чуть-чуть балетную музыку композиторов Якутии. Мгм. Такой книги нету. И таких научных трудов нету. То есть списать чью-то работу и написать курсовую фактически невозможно. Наверное, мой педагог Зинаида Григорьевна Павлова, я у нее училась. Мгм. Она, наверное, специально придумала такую тему, чтобы я начала искать, копать, вот как-то вот сама изучать, что это, ну, чтобы втянуть. И действительно это у нее получилось, потому что я ходила в Пушкинскую библиотеку, и там в музыкальном зале сохранились рукописи композиторов вот тех времен, да. И музыку я фактически вот прямо вытаскивала, как в исторических фильмах, чуть ли не такие пыльные партитуры, да, ставила их на фортепиано, и вот ручную запись играла и записывала там где-то сколько модуляции, там развитие какая у нее тема, главная партия побочная. Вот это все я себе записывала, потом делала какие-то связи между ними, линии проводила, какую-то, может быть, закономерность. То есть даже в том возрасте я попыталась найти какие-то особенности музыкального языка якутских композиторов на примере якутского балета. Из тебя, наверное, могла бы выйти... Хороший критик Да. музыкальный, да, наверное. В то же время я занималась также в театре танца ИРЛ у Симы Петровны Толстяковой. Сима Петровна, она всегда относится ко всему очень
ну, как бы с научной точки зрения. Глубоко. Глубоко, да. Мгм. Все ее танцы поставлены не просто так, они имеют содержание, они имеют символы. И она нас научила относиться к танцу с особым уважением, трепетом и понимать, что мы делаем. Ты работала по специальности? Как закончила музыкальное училище, поступила на работу в хореографическое училище преподавателем теории музыки у Натальи Семеновны Посельской. Мгм. И эти годы работы я там проработала ровно 7 лет. И очень рада, потому что вот сейчас я смотрю на своих учеников, а они многие заслуженные артисты балета, они солисты театра, оперы и балета. И прям, знаете, может быть, я и не учила их хореографии, но тем не менее какая-то вот гордость. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсолог». Торговый центр Туймада, 3-й этаж, телефон 707-574. Ты стал заниматься предпринимательством. Что привело вот к этой деятельности? Были ли какие-то форс-мажорные ситуации в личной жизни? Или это было такое прямо желание войти в этот мир непонятный, суровый? Как все происходило в твоем случае? Наверное, небольшая предпринимательская жилка все-таки у меня откуда-то была. Все ж таки. Все-таки была, наверное. Но именно причиной стало то, что в 23 года я осталась одна с ребенком на руках. Мгм. Из дома, без ничего. Ну, в буквальном смысле на улице. Не очень приятная история, конечно, но тем не менее я благодарна этому, потому что нашла в себе силы, Мгм. чтобы начать действовать. Я работала тогда в хореографическом училище, и зарплаты учителя катастрофически не хватало для меня и ребенка, и на то, чтобы где-то еще жить. Конечно, мне очень сильно помогли мои родители. Без них бы у меня ничего не получилось бы. Я поехала в Китай, как и делают все Многие в то многие время. предприниматели. Да, я Мгм. начала свое дело с Китая. Вот так вот, просто А что взяла и привозила? Ой, вы знаете, я первый раз привезла абсолютно все. Мгм. Все, что можно было привезти, вплоть до кастрюль, люстр, детских игрушек и фоторамочек. То есть я вот поехала без царя в голове на самом деле, если так Но подумать. опыта не было. Да, не было опыта. Представляете, это надо возить, таскать с собой огромные Тюки. баулы, Мгм. тюки. И не всегда найдется человек, который тебе поможет. И приходилось иногда таскать баулы по 30 килограмм. Мгм. И то, и больше. Там, не знаю, в общем, разное происходило в то время. И рэкет был даже, и было немножко страшно в чужих городах вот таскаться. И, в общем, потом надо же найти именно то, что нужно, то, что, вот как говорится, новые тенденции поймать на рынке. При этом соображать При этом быстро. соображать быстро, да. Ага. Вот надо угадать, что сможешь продать, что нет, потому что если делать только для себя, думать только, чтобы я купила, да, то ничего не получится. Надо как-то уметь анализировать, поймать, как сказать, вот, востребованность какого-то товара. Мгм. Это сложно было очень. Мгм. Тем не менее, вот, работала в хореографическом училище, заочно училась на культуролога и имела 2 точки на манитахе. Мгм. Достаточно успешные, потому что я помню, когда вечером приходила после учебы и видела, что именно вот возле моих точек, да, вот этих бутиков толпится народ, это было очень приятно. И, честно признаться, мне в тот момент было страшно стыдно стоять на рынке. Я думала, что для... Сама стояла Да. или продавцов? В выходные я сама стояла, а в будние дни у меня были продавцы. А чего стыдиться, собственно говоря? Вот как-то было стыдно стоять на рынке. Мгм. Мне казалось, что это может быть даже унизительно. Хотя на самом деле я поняла, что абсолютно нет. Мгм. Абсолютно нет, потому что никогда не надо... Не надо делать то, в чем ты не уверен. Мгм. Если ты уверен, то не надо ничего стесняться, надо идти вперед и делать то, что ты задумал. Благодаря этому я тогда купила земельный участок Мгм. и начала строить дом.
Когда я купила участок, я столкнулась с такой проблемой, как оформление земельного участка. Мгм. Это сколько надо ходить? Архитектура, Волокиты земельные много. службы. Да, потом оплатить квитанцию, сделать топосъемку. Потом здесь срок пройдет. Это справка, та справка. Я И это подумала, так непонятно порой это так бывает. непонятно. В тот момент подумала, что хорошо было бы открыть риэлторское агентство, которое занимается оформлением. То есть все это берет на себя. Мгм. И открыла. Недолго думая. Недолго думая, открыла агентство, оно называлось «Аргыс». Мы проработали достаточно успешно, где-то 3 года. Бизнес этот был успешный и приносил хороший доход. Мгм. Но как-то вот бумаги, офис. Это И, по сути, одно и то же, да, одно и то же. повторяется. Мне так не хватало праздника. Некогда было ходить никуда, ни в рестораны, ни на концерты. Мгм. И совершенно случайно я в библиотеке наткнулась на журнал «Праздник». И узнала о том, что есть такая профессия, называется ивентер. Человек, который организует праздники и события. Я Мгм. подумала, это же мое. Мгм. И вот таким вот дилетантским образом начала заниматься организацией праздников. Неужели дилетанты завоевывают мир? Мне кажется, чтобы взяться за какое-то серьезное дело, надо иметь соответствующее образование, ну, потом опыт работы. Вы То есть одного знаете- желания достаточно бывает? Вы знаете, бывают моменты, когда образование может помешать. Даже так? Да, потому Мгм. что образование, оно учит тому, что делали и как надо правильно делать. То есть какие-то рамки. Да, оно дает советы хорошие, Мгм. но он нас в какие-то рамки, наверное, Загоняет. загоняет. Мгм. Что должно быть именно так, Так, а не иначе. Иначе. Когда ты об этом не знаешь, Не думаешь? ты можешь немножко выходить за рамки и делать вообще вот что-то из ряда Вот вон там и выходящее. появляется творчество, собственно говоря. Да, там и появляется творчество. Ну и какой праздник придумала? Первый праздник, скажем. Первый мой проект был, наверное, очень такой достаточно глобальный. Он назывался «Образ лета». Мгм. Я организовала ярмарку-выставку в Кружало и собрала там модельеров, народных умельцев, которые вот принесли свои работы, и чтобы горожане могли прийти, посмотреть, что-то купить себе интересное. Это была не ярмарка-продажа, это был праздник Мгм. с показами мод, с выступлением артистов. Балерины моей ученицы на пуантах тогда впервые продемонстрировали вечерние платья. Мгм. Сразу такое мероприятие масштабное. А потом пошли уже частные мероприятия. Мгм. Свадьбы, юбилеи, корпоративные праздники. И причем каждому мы старались подойти с определенной концепцией, с идеей, чтобы оно было оригинальным, интересным. Чтобы люди почувствовали, что праздник — это не просто есть, попить Мгм. и потанцевать. Нет, чтобы была какая-то интересная задумка, чтобы вот тогда цвета появились типа в розовом цвете, каком-то таком цвете. Концепция была праздника. Концепция была праздника и тематика, чтобы с начала до конца все было выдержано. Мгм. И потом я начала заниматься еще и украшением залов. Мгм. Агентство называлось Holiday. Это был один из, наверное, очень сложных видов деятельности бизнеса для меня. В том, что свадьба это Мгм. состоится обязательно, во-первых. Во-вторых, свадьба это не просто праздник, это событие в жизни, которое запомнится на всю жизнь и молодым, и гостям. Что это, ну, как сказать, мероприятие ты не должен подвести, и у тебя ровно 2 или 3 часа на то, чтобы преобразить этот зал. Потому Мгм. что многие рестораны открываются после 12, а свадьба, как правило, в 4-5. Мгм. И для того, чтобы официанты успели накрыть стол, нам надо было за 2 часа до начала свадьбы освободить помещение. Мгм. И нам давали вот 2-3 часа на то, чтобы мы украсили потолок, стены, полы, поставили арки. Ну, раньше, значит, занималась риэлторскими вопросами, а тут праздник, девушка праздник стала. А так внутреннее состояние изменилось в связи с этим? Изменилось, но праздник стал не праздником, а работой. Да, праздник стал работой, и для меня вот отдых просто, как бы тишина, вот это вот стало настоящим праздником в тот Мгм. момент. Да. А как ты пришла в дикую утку? Вот я даже на груди вижу Да, брошку. Уточка, эту. серебряная Да-да-да. уточка. Мгм.
Ну вот как раз в тот период, когда я занималась организацией праздников, случайно увидела объявление, что в сеть ресторанов требуется арт-директор. Я прошла достаточно сильный отбор кандидатур Мгм. и стала заниматься раскруткой ресторанов. Мгм. Новая деятельность. Да, новая деятельность совершенно. И в тот момент поняла, что чего не хватает в Якутске. Мгм. Не хватало заведения, в котором звучит живая музыка. Причем не просто как фоном, да, Мгм. а так, чтобы это было вот мероприятие вот дня, Мгм. чтобы человек пришел не там фоном послушать кого-то, а именно чтобы он пришел послушать музыканта. Что ресторан – это не просто место для место для того, чтобы покушать и выпить, да, нет. Это место, где человек приходит отдохнуть. Отдохнуть, развеяться, что-то узнать интересное, новое для Встретиться с себя. друзьями. Встретиться с друзьями. Чтобы была такая атмосфера, которая дает возможность расслабиться. Для творческого человека в Якутске выйти сразу на большую сцену с концертом – это не так-то просто. Хочется же вначале его показать более узкому кругу. И «Дикая утка» стала площадкой для тех, кто хочет что-то новое ввести, какие-то интересные свои идеи, да, воплотить. Поэтому у нас часто проходят презентации чего-то нового. Нового альбома, нового клипа, новой песни. Очень часто собираются музыканты просто, чтобы вместе поиграть. У нас даже девиз такой, что нет чужих, а только друзья, которые еще не успели познакомиться. А вот как. Вот так вот. И действительно, третий блок концерта – это всегда одна большая компания. То есть это не разные столики, не разные компании, не разные люди, а почти, чуть ли не сливаются воедино, все танцуют, поют. Ты вообще Здорово. трудоголик, оказывается. Ну, я так не считаю. Не считаешь, да? Но, тем не менее, если уж говорить откровенно, ты вот одна воспитываешь 3 детей. Как ты справляешься? Дети – это это чудо природы, действительно. И они мне даже дают свои советы, всегда желают удачи, всегда вот каким-то образом очень внимательно выслушают. Даже могут. То есть ты делишься с ними своими проблемами, какими-то задумками? Как со взрослыми людьми, как… Все как прошло. Да, да. Хотя Они в курсе. они в курсе практически всех событий, которые происходят в моей жизни. А сколько им лет? Младшему 8 лет. Никита у меня учится во 2 классе в 26-й школе. Занимается боксом, учит английский язык. Средний ребенок у меня дочка Карина, ей 10 лет. Мы с ней вместе танцуем. И старшая дочка Диана, ей уже 15 лет. Если говорить вот об общественной деятельности, ведь ты стояла у истоков создания, можно сказать, теперь известного проекта или коллектива «Кереситиме», руководителем которого является Виктория Варламова-Кантоева. Год назад директор школы Любовь Николаевна обратилась ко мне с предложением организовать класс хореографии в школе. Вот. Там было помещение, которое, как бы складское помещение, пустовало, да. И своими силами мы год назад сделали там ремонт, поставили зеркала, все вот. И начали потихоньку вводить уроки ритмики, танцевальные уроки в школе. Вот. А я сама также и занималась танцами во взрослом секции, да, на танцевальной студии. И мне было немножко как-то не по себе то, что я танцую. Я и так много отсутствую дома и еще танцую где-то. А дети мои, значит, дома сидят. Я подумала, а почему бы вместе с ребенком не заниматься? И предложила вот той студии, где занимаюсь, спросила, можно ли прийти с ребенком. Мне сказали, нет, это взрослая студия. Поэтому подумала, если так, то почему бы самой это не организовать? Идею рассказала Вике, своей подружке, подруге, с которой мы, наверное, больше 20 лет, очень близки. Вот. И мы с ней вместе начали продвигать нашу идею. Вот. И год занятий дал очень хорошие результаты. Нам очень повезло с хореографом, с Лизой Лазаревой. У нее такие танцы интересные и… Сложные? Нет, абсолютно не сложные. Очень современные танцы в духе нашего времени, которые
хочется танцевать с удовольствием. И дети с удовольствием танцуют, и мама с удовольствием танцует. Этот проект, он стал уже республиканского масштаба. Да, Ведь- благодаря Вике она очень активный деятель. И когда мы стали выступать, к нам стали подходить мамы за советом и с предложением как бы открыть филиалы. И Вика очень активно за это взялась. И ездили и в Горный район, ездили и в Чурапчу. Вот. И на сегодняшний день уже порядка 5-6 филиалов, которые работают по всей республике. Вот так вот. Да. Стоит только начать. Только в Якутске у нас уже 2 филиала открылось. Думаю, что хороший опыт надо перенимать, конечно. Надо его раздавать, надо его продвигать. Ты, наверное, часто слышишь комплименты в свой адрес. Но вот эта красота, внешность, конечно же, передалась от родителей. Но как ты поддерживаешь эту красоту? Но я думаю, что это все-таки дисциплина. Прежде всего. Прежде всего. Это труд. Прежде всего. Это надо, конечно, следить. Надо любить себя и относиться к себе с уважением. И не быть красивой только вот в определенные моменты. Надо стараться, наверное, каждый день поддерживать себя в хорошем виде, в хорошем состоянии, скажем так. У меня мама, она даже в магазин без макияжа не выходит. И она с детства нас учила тому, что девушка, женщина, она всегда должна быть ухоженной. Что это культура, это уважение к себе и к окружающим, с которым ты общаешься. Конечно же, каждая девушка хочет быть и красивой, и успешной. Да? Какие советы ты бы дала? Я бы, наверное, хотела очень, чтобы, может быть, кто-то, увидев эту передачу, захотел что-то изменить в своей жизни. Я думаю, что если есть желание, то не надо бояться, надо действовать, потому что потом может быть поздно. И самое ценное, что дает нам природа, это наша жизнь. Надо ценить каждую минуту, каждый день благодарить и радоваться только тому, что мы живем, и максимально стараться быть счастливым. А счастливый человек, он всегда красиво выглядит. Спасибо большое, что нашла время в таком своем плотном графике для нашей передачи, для беседы. Очень приятно было познакомиться. И успехов, и счастья, чтобы все у тебя было хорошо в твоем доме, у твоих близких. Спасибо большое, Сардана. Спасибо, что пригласила на свою передачу. Было очень приятно с вами побеседовать. Спасибо большое, дорогие телезрители, за внимание. И до встречи в следующую субботу. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсолог». Торговый центр Туймада, 3-й этаж, телефон 707 574.